Шествие закончилось в храме святого Константина и Елены. Храм был заложен, кстати, в 1999 году, когда были бомбардировки Югославии, так называемые друзья американские, и этот город в том числе бомбардировали. И здесь было много погибших жителей из гражданского населения. Поэтому здесь очень хорошо помнят, как именно было взаимодействие с ребятами из НАТО. Порядка 1,5 часов назад начался митинг сначала на центральной площади. Различные звучали лозунги, что Россия и Сербия друзья, и нам не нужна никакая организация вроде НАТО и Евросоюза. Звучали, и так как молодежи здесь было много, соответственно, называли Вучича, это премьер-министр сербский, называли его гомосексуалистом, но немного другое слово, конечно, было использовано, да, но так как ребята молодые, соответственно, им, наверное, это простительно. Очень все было спокойно, сами организаторы митинга взяли безопасность этого митинга в свои руки, и поэтому не допустили никаких провокаций. И, кстати, хочу опять же отметить по поводу молодого населения, которое принимало участие в этом митинге. Когда были бомбежки этого города Ниши, им было по 3-4 года, и поэтому они еще помнят те колыбельные, которые им пели мамы в бомбоубежищах, еще помнят хорошо те рассказы. Еще, кстати, одна деталь для вас, Женя, чтобы понять вообще, как здесь все было. Вот смотрите, мы стоим сейчас в районе, где есть высотные дома. И вот в этих высотных домах, если пенсионеры какие-то жили на высотных этажах во время угрозы бомбежек, они не спускались в бомбоубежище, потому что у них были больные ноги и так далее. Во время этих взрывов им звонило очень много народу. Спрашивали, во-первых, как они себя чувствуют, а во-вторых, спрашивали у них, в каком именно районе города сейчас взрываются. Потому что американцы бомбили точечно, и если, например, на западе где-то был взрыв, то на востоке можно было выходить спокойно на улицу и гулять с детьми. Один из организаторов митинга, Милица, сейчас с нами здесь, на прямой связи. Она, соответственно, сербка, но говорит и по-русски в том числе. Добрый вечер. Простите, добрый вечер. Простите, поэтому что я очень плохо говорю. Вы нормально по-русски, да, и, кстати, выглядите тоже хорошо. Смотрите, сегодня еще, кстати, и распущен парламент сербский. Очень много всего происходит в последние дни. Вы вышли против НАТО, вы вышли против организации, которая предлагает вам руку помощи, наверное, можно и так сказать. Они же друзья, может быть. Как вы думаете, вас услышат и почему вы против НАТО? Мы собрались здесь сегодня против договора нашего руководства о сотрудничестве с НАТО-пактом. И тоже мы искали референдум 27 марта. И это сегодня мы собрали это второй протест, а первый был в Белграде. Мы ранее в Белграде организовали протест 20 февраля. Там было сколько-то, 20 тысяч, что ли, пришло? Да, там было очень много людей. Сегодня порядка 5 тысяч пришло. Да, что такое? Я думаю, что 5. Спасибо вам за СМИ, за все, что вы на вашем... За то, что мы с вами. И, кстати, спасибо вам за поддержку, потому что когда здесь говоришь, что ты приехал из России, очень, кстати, доброжелательно к нам относятся. У нас даже флаги, кстати, как вы понимаете, очень близкие. Правительство вас услышат? Да. Я думаю, что нет, потому что премьер сказал, что референдум нам не нужен, что он не будет, только будут выборы. Давайте напомню, Вучич сказал, что это пустая трата денег вообще проводить референдум о вступлении Сербии в НАТО, соответственно, и они будут принимать решение самостоятельно. Да, мы сегодня сказали, что будем организовать протесты в других городах, а последний протест будет 27 марта в Белграде. Соответственно, мы тоже за этими протестами будем следить.